Здесь почти никогда не утихает шум работающей техники. За день завод полимерных труб выпускает около 50 тонн продукции разного диаметра. Гарантия службы таких труб почти полвека, потому и используют их как для водоснабжения, так и в газовой промышленности. С момента открытия завода прошло всего лишь 2 года. Но предприятие сумело в условиях экономических проблем и реальной конкуренции увеличить объем производства до 7 тысяч тонн сырья в год. В настоящее время фирма «Техстрой» сотрудничает с несколькими крупными компаниями со всего СКФО. Наша продукция реализуется как на территории республики, так и Чеченской республики, Дагестан, Осетия, соответственно, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Ну, их перечислить очень много, потому что весь СКФО мы, в принципе, уже обеспечиваем нашей продукцией. На предприятии занято около 200 рабочих, а поскольку это единственное в СКФО предприятие подобного рода, то и руководство компании «Техстрой» планирует расширить свой ассортимент. Возможно, уже скоро здесь начнут выпускать трубы для капельного орошения и полимерную продукцию, способную выдерживать высокие температуры. Промзона Карабулака представлена целым рядом строящихся и запущенных промышленных объектов, в их числе фабрика по производству картонажных изделий, после открытия которой трудоустроит 117 человек. На предприятии производят промышленную и потребительскую упаковку из всех видов картона. Одним из главных промышленных объектов в регионе также является завод железобетонных изделий. Он выпускает строительную продукцию, плиты, перекрытия, сваи, бордюры, перемычки и многое другое. Ранее этот ассортимент завозился из соседних регионов. Мощность предприятия 50 тысяч кубометров в год. Каждая партия продукции проходит обязательно контроль качества. Дорогие гости, прошу считать наш завод открытым. Ряд промышленных объектов в республике этой весной пополнил и новый завод по производству отопительных радиаторов. Церемония открытия предприятия прошла с участием высоких гостей. Аналогов завода по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления еврокачества нет на территории СКФО, в Южном и Крымском федеральных округах, что позволяет обеспечить рентабельность предприятия, а помогают рабочим промышленные роботы. Объект обеспечил рабочими местами порядка 110 человек. Мы рассчитываем то, что качественная, современная продукция, которая будет выходить с предприятия этого завода, будет востребована на строительных площадках, на девелоперских проектах в нашей стране. Это праздник для нас, для всех, потому что мы реально сегодня, создав вот такое промышленное предприятие, закрываем целое направление по импортозамещению на 25%. Завод построен при поддержке Фонда развития промышленности. Сметная стоимость проекта более 800 миллионов, производительность чуть больше 3 миллионов секций в год. Плавильные печи, пресс-формы и вся необходимая техника уже установлена. Алюминиевые радиаторы будут производиться с учетом итальянского опыта, поэтому и техника вся европейского производства. В России, если сказать, есть производственные мощности. Если говорить о объеме рынка, то по оценкам это примерно 80 миллионов секций в год. В этот объем рынка входят как импортные секции из Китая, Европы, в том числе примерно 15-18 миллионов производимых в России. Вот если долю завода, а завод рассчитан на проектную мощность 3 миллиона 100 тысяч секций в год, если объем валовой продукции соотнести с импортируемыми секциями из Европы, ну, в частности из Италии, 18 миллионов, то мы можем занять примерно 1/6 часть рынка по импортозамещению. Более 1,5 миллиона единиц продукции в год. Такая планка поставлена перед новой швейной фабрикой в Алиюрте. И, судя по всему, цель вполне реальная. Цех оснащен современным японским оборудованием. Производство запущено. Сегодня на фабрике работает более 400 человек, которые прошли обучение здесь же на месте. Таким образом решается проблема безработицы в 3 ближайших поселениях. В первую очередь наши дорогие женщины, когда-то было на скорых населенных пунктах и Алиюр, и Сухотей, и каждого часто задавали вопрос: дайте нам работу. Потом работу вам дали. Будем
строй отправлять готовые в отдаленные города, и они тоже будут шить наши изделия. Здесь открыты закройные, вязальные, вышивальные и трикотажные цеха. Предприятие будет специализироваться на одежде для покупателей самых разных возрастов. Кроме того, на фабрике будут шить по госзаказу спецодежду для военных. А если запустить производство на полную мощность, вполне реально обеспечить свыше 1000 рабочих мест. 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп в год. Процесс производства частично запущен, задействовано порядка сотни человек. Еще один промобъект готовится к сдаче в Малгобеке. По данным регионального Минстроя, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов будет давать в год до 230 миллионов рублей налоговых платежей. После выхода на проектную мощность чистая прибыль предприятия составит 350 миллионов рублей в год. Проект окупится за 5 лет. Эти меры позволят заместить импорт на 40%. Частично завод будет работать на Рособоронэкспорт. Все это в ближайшей перспективе. Осталось только перерезать красную ленточку. Хади Добриева, Новости 24.